знаю, что у нас, слышно так лучше, да, меня, что у нас сегодня такой уплотненный график с утра. Я думаю, что в первую очередь есть смысл продолжить разговор о музыкальном диктанте, поскольку вещь такая насущная, необходимая и всем важная. Темы, которые здесь тоже стоят в названии «Функциональная система классической хроматической тональности» и нетерцовые аккорды. Отчасти мы об этом говорили, просто потому что мы очень много смотрели развитие аккордика вот на септаккордах. Ну, может быть, я обзорно чуть-чуть об этом скажу, потому что, в общем, эти темы, они чисто вузовские в первую очередь. И, может быть, такой для общего ознакомления сделаем сейчас акцент на диктанте. И то, что чем бы я хотела закончить сегодняшний вот, и вообще весь семинар, это сделать такую более крупную как бы рамку и поговорить вообще об особенностях методики или же выборе стратегии, потому что мы ведь посмотрели очень много разных примеров, и немножко мы, с одной стороны, обобщим, и с другой стороны, опять же, постараемся связать это с особенностями индивидуального восприятия, в частности, сказанное неосторожно мной слово метапрограммы, и я обещала немножко об этом сказать. Вот, если есть какие-то другие, помимо этого или вместо этого пожелания, мы абсолютно свободны поступить так, как нам удобно. Поэтому вот подумайте, я сейчас абсолютно вот, так сказать, серьезно вам предлагаю подумать. Может быть, вы хотели бы что-нибудь вместо одного послушать что-то другое, что я еще не назвала, мы с вами договорились, что вы об этом подумаете сегодня. Может быть, остались вещи, которые вы хотели бы все-таки от меня услышать, скажем, для вас не сильно актуально, скажем, развитие там, слуха на материале нетерцовых аккордов, что вполне возможно, просто потому что это такая чисто вузовская тематика, и то, в общем, вот подумайте, есть какие-то сейчас идеи? Тогда я просто сейчас, соответственно, и спланирую так. Диктант, это остается, понятное дело, я имею в виду дальше. Так, диктант, общий, коротко немножко скажу о развитии тонального слуха на классической и на новотональной основе, чуть-чуть о нетерцовых аккордах и метапрограммы и их связь с стратегиями обучения. Вот то, что мы сегодня будем делать. Как мы распределим внутреннее время, посмотрим. Да, это чисто семинарская тема. И потом последний час, или там сколько получится у нас, мы просто сделаем обратную связь, так как мы с вами договаривались. Принимается повестка? Хорошо. Мы вчера уже начали разговаривать о диктанте, и спонтанно, и не спонтанно, потому что это действительно тема, которая связана с фотографией. И особенность музыкального диктанта, конечно, состоит в том, что это абсолютно синтетический вид деятельности, потому что здесь и слуховые навыки, и визуальные навыки ориентировки, как мы говорили вчера, в пространстве, и скорость запоминания, и величина объема информации, которую человек может удерживать, и просто координация. Потому что записать это тоже достаточно иногда бывает трудно. И проблемы с нотным почерком. То есть здесь вещь, которая на самом деле... Почему она самая трудная получается? Потому что если мы говорим о развитии, скажем, музыкальной памяти, так мы даем определенные упражнения на развитие памяти. И это такая единичная вещь. А когда мы занимаемся диктантом, мы занимаемся непонятно чем, потому что вроде всем сразу. И получается, что если уже вчера мы смотрели, что если какая-то из структур не проработана осталась, а их обычно больше, чем одна бывает, или бы совсем не проработано, например, соотношение тона звукоряда представлений, да, высотности, и вот вверх-вниз, какой интервал в пении правильно поет и не знает, как это по графике, например, записать. Если что-то из этого выпадает, хотя бы одно, уже происходит торможение в диктанте. Выпадает чаще всего не одно, а больше. Поэтому диктант – это всегда уныние. Диктант – это приятно только для той категории людей, которые слышат ноты,
для абсолютников, и при этом у них достаточно развитое чувство ритма, чтобы это тоже их не тормозило. Для них это спорт. Во всех остальных слово «диктант» навевает ужас, тоску, холод и прочее, прочее. И опять же, начинать, как мы говорили, помните с вами примеры для слова «экзамен» искали, да? То же самое здесь со словом «диктант». Начинать работу с диктантом нужно, опять же, это все хорошо, проработка, там, слух, память, ритм, все такое, единицы, это замечательно, это необходимо. Но опять начало, нужно поменять якорь с негативного на позитивный, буквально в смысле смена, переякорение. Изменение субмодальности. Мы уже теперь такие слова, вроде бы уже несколько дней в ходу, можно ими пользоваться. То есть вы уже понимаете, что это такое. Если бы у нас был сегодня вот такой день полный, то я бы, думаю, что на том мастер-классе, который был обозначен в программе, просто взяла бы группу и поработала с этим. Это довольно интересно. Вот, собственно говоря, одна из слушательниц у меня была, если вы были на диктанте. Нет? Вот. Когда ребята говорят, как они это чувствуют. То есть практически что я вам советую? Вот, во-первых, вы, конечно, знаете своих ребят, как они относятся к диктанту, но вот, опять же очень полезно, чтобы они сами это из себя вытащили. Это как первый шаг преодоления этой самой стрессовой ситуации. Особенно если экзаменационный диктант, так это вообще все уже упадает внутри. Они вам сначала, скорее всего, скажут, вот если вы спросите, ребят, ну вот, а что вы делаете, вот, когда начинается диктант? Ну, скажут, ну что, берем карандаши, там, ручки, там, рисуем нотный стан. Причем, вот, чтобы они мелочи говорили, то, что вроде бы как даже смешно об этом говорить, им покажется смешно. Они вам сначала вот это скажут, и больше они вам вроде ничего не скажут. Ну, потом слушаем размер, как бы сыграем, пишем. То есть они скажут вам ровно столько, сколько они думают, что от них надо вот, получить. Это не информация никакая, потому что это просто то, что им положено сказать, они думают, что им положено сказать. А вот дальше, конечно, ваше и психологическое, и же педагогическое, это все вместе, мастерство вытащить из них на самом деле, что они об этом думают. Они потом, как это можно сделать? Ну, просто снятием субмодальности. Вот так немножечко. Так, а вот какого цвета, вот если опять, помните, для вас слово диктант, да что ты чувствуешь, а что ты видишь? И там получается какие-нибудь чугун, значит, соответственно, вес тяжелый, цвет какой-нибудь серый. Это я пример говорю. Вы уже понимаете, да, что реальная глубинная метафора, они, особенно если это младшие или средние классы, конечно, они не будут это собирать в какую-то такую метафору объемную. Они будут говорить потихонечку, и эта картинка у вас вырисовывается. То есть на самом деле диктант на них наводит вот этот сенсорный ужас. За исключением тех детей, я уже сказала, для которых это спорт. Это вы и так знаете, там нет проблем таких. Но это и не типично ни в каком коллективе. В основном типично, когда диктант – это стресс, потому что это еще и ограниченное время. Просто нужно уложиться, надо куда-то вписаться, и, в общем, это все очень неприятно. Поэтому первое, что полезно сделать до всяческих методик, это перекорить реакцию на слово «диктант». Мы с вами немножечко этого касались, когда я вас, помните, просила изменить шрифт в слове «экзамен», например, с черного такого большого, значит, тут можно что сделать? Изменить вес букв. Вот все зависит от того, что они вам скажут. Вот у вас табличка из субмодальности, если они вам говорят, например, что там цвет, я не знаю, свинцовый у этих букв там, или же вообще, или, может быть, они скажут, что диктант похож и метафорически с чем-нибудь таким сравнят, я не знаю, животным, еще что-нибудь. Вы посмотрите, что в основе. Если, например, темный шрифт, давайте, а вот давайте сделаем так, что вот, ну, как вот мультипликация, или если они с компьютерами работают, значит, там взять какую-то программу, которая цвет там, заливка другой будет, в зависимости от того, что они привыкли делать сейчас, потому что техники много всякой. Ну и без этого можно просто видеоряд поменять, заставить буквы подвигаться, чтобы они стали легче, чтобы, может быть, они вообще были сделаны, я не знаю, ну, опять же, кто что любит, из какого-нибудь хрустящего материала или сладости какой-нибудь. То есть, опять же, с учетом, конечно, группы.
что они предпочитают. Если они у вас предпочитают что-нибудь типа попкорна или же каких-то таких, ну, ради бога, если любят. Если нет, значит что-то другое, конфеты и прочее. То есть, чтобы якорь поменять и закрепить это ощущение несколько раз. И каждый раз, скажем, вот вы начинаете писать диктант, и вы настраиваете на это так, а вспомните, или метафору какую-то. То есть ничего нет такого плохого. То есть младшая школа, это вообще сам Бог велел заниматься метафорически, потому что это просто дети. Но все то же самое будет работать и со студентами, и училищными, и вузовскими. И со взрослыми людьми, естественно, тоже, потому что это абсолютно общие процессы психики. Кроме того, мы все немножечко дети остаемся, и когда нам дают возможность поиграть во что-либо, какое количество игр, посмотрите, и телевизионных, и компьютерных, и все это же как раз, я бы сказала, выжимание пользы, вернее, выгоды вот как раз с нашей потребности все-таки оставаться детьми. Это первое. А дальше вы можете уже двигаться, то есть вам сначала нужно убрать вот это, потому что если это будет висеть, гадкое ощущение перед диктантом, очень трудно будет работать просто на другом уровне. Вот. То есть работа с убеждениями, вот это как стратегический момент, она должна быть первой, а потом работа на уровне поведения. То есть если у ребенка есть какое-то, или не у ребенка, у взрослого, есть какое-то жесткое убеждение в том, что это хорошо, это плохо, это нравится, это не нравится, работать надо сначала с убеждением, а потом со всем остальным. Иначе будет очень мало толку. Даже если вы будете очень сильно стараться, вы сделаете успехи, но не такие, как они могли бы быть. Значит, форма диктанта. У нас, в принципе, классификаций очень много может быть и самых разных, потому что видов диктанта действительно в практике море. Что можно выделить, опять же, вот с точки зрения классификации по каким-то критериям? Например, по способу записи. Да? У нас может быть диктант, который различается по временному интервалу. Да? То есть сыграл, записал. Это стенография и на память. И тут мы отрабатываем что? Время сохранения. То есть нужно всегда понимать, с чем связана та или иная форма диктанта. Во многих методиках или же учебниках или программах классификации они не единопорядковые, то есть что-то по одному критерию, что-то по другому. Получается такой винегрет, все вместе и непонятная ориентация, вот такой взять или такой, что для чего. Вот мы сейчас немножко подсоберем. По временному это будет либо стенография, либо на память, и поэтому сразу снимается вопрос какой, что лучше, понимаете? Если вы берете этот критерий, вот берете и просто отрабатываете вот в таких условиях, вы делаете это, потом меняете, смотрите и получаете другое. Мы посмотрим сегодня, как это связано, в частности, с метапрограммой. Может быть, даже довольно быстро сейчас свяжем, чтобы это не ушло из памяти. Второй момент. По стилю организации записи. И тоже можно, вот опять же, и вчера вопрос был, как лучше писать? И всегда ли надо писать? Нет, конечно, не всегда. Опять же, потому что вы можете варьировать. Вы можете варьировать в пределах, например, диктант последовательная запись и диктант эскизная запись. Это, опять же, разные стили обработки информации. Если мы работаем в разных стилях, то мы к чему приучаем детей? Во-первых, они экспериментируют и смотрят. Ага, мне вот этот способ удобен, а этот нет. То есть, если у них только один инструмент, если вообще в доме только один молоток и больше ничего нету, да, то все-таки не очень удобно проводить любые какие-то ремонтные работы. Иногда полезно, так сказать, там кусачки, чтобы были, что-нибудь еще. То же самое здесь. Если у вас только один инструмент доступа, только стенография, и ребенок вообще не знает, что есть другие способы, а ему, например, неудобно, он всю жизнь пишет неудобным для себя способом. Всю жизнь это ходить в неудобной обуви, например, не знать, что вообще говоря есть образ другой фирмы, там другие колодки, там, или же более точно конфигурированные по индивидуальным особенностям стопы. То же самое. То есть это будет всегда неудобно, и всегда вы мучаетесь. Вообще мы так часто на самом деле и делаем, это правда. Вот. И дети тоже в диктанте. То есть вы можете вообще менять, например, сказать так, ага, вот давайте мы сейчас сделаем стенографии, а потом сделаем другую, чтобы опять же не создавать чего. Ну, преград, что это вот плохо, это хорошо. И снять чувство вины у
ученика, потому что я же говорю, они даже в ВУЗе приходят, говорят, что вы знаете, я пишу диктант, но я неправильно пишу. Вот я еще не видела ничего, я неправильно пишу. Я знаю, что надо писать на память, но вы знаете, я вот все-таки что-то там такое. То есть это доходит до ВУЗа, понимаете? И как надо вбить было, что ты все время ты пишешь, у тебя есть результат, но ты пишешь это неправильно. Вот тут момент такой, тоже чистая психология, конечно. Итак, это по стилю организации. Третье, по фильтрам внимания, можно так сказать. То есть на что мы делаем акцент, когда мы слушаем. Если у нас, значит, в многоголосном диктанте, я имею в виду, это, как вы понимаете, либо горизонтальная запись, либо вертикальная, либо их совмещение. И опять же мы об этом уже говорили вскользь, где-то, к слову, я не помню, где мы об этом говорили, что, скажем, в полифонических диктантах понятно, что материал ведет за собой. Там, конечно, удобнее писать горизонтальный, двуголосный диктант. То есть в более полифонических, потому что на уровне школы и училища они, в общем, конечно, все гармонические, так уж если говорить. Но если мы говорим о том, что мы занимаемся сквозной методикой, то тогда, конечно, потому что вузовские диктанты, они в большей степени там уже будут с увеличением доли линеарности, когда линия становится более самостоятельной, меньше подчиняется гармоническим закономерностям, вернее, не так явно подчиняется. Конечно, подчиняется. То есть фильтр внимания. И то же самое можно поиграться, сказать, так, ребята, вот сегодня, значит, так мы сделаем. У нас такая-то, такая-то, такая-то установка. Дать рабочую установку. Так, у нас вот, например, диктант будет на такое-то время. Значит, мы делаем, скажем, эскизную запись. И вот сейчас вы попробуйте, насколько удобно это будет вам, значит, поработать, вот, скажем, с горизонталью или, наоборот, с вертикалью, в зависимости от того, что материала, который вы запланировали на уроке. Помимо того, что вот это дает гибкость, что это еще снимает? Вот такая установка, если вы... Вот вы провели работу с изменением субмодальности на слово диктант, на глубинную структуру, мы поменяли якоря, да? И потом сказали, так, мы вот в рабочем порядке вот так-то, так-то, так-то. Что вот это дает не сольфеджино, сольфеджино понятно, психотехнически, что это дает, как вы думаете? Ну да, переключение внимания с чего? Я уже говорила, что когда есть план, по которому вы работаете, вам некогда, собственно говоря, мандражом-то заниматься. Это просто, опять же, общие закономерности. То есть когда вы точно знаете, как будет проходить работа. Перенесение акцента, перенесение фокуса внимания на, собственно, процесс работы. И внутреннее достижение не результата, неизвестно как. Потому что ведь как получается? Пиши незнамо как, и в конце я тебе ставлю оценку. А вот тут черный ящик. Как ты это делаешь? Когда начинаешь спрашивать, а как ты пишешь диктант? А как вас учат писать диктант? Например, вот приходит ученик, скажем, из другой школы, из другого класса, ты его не знаешь, вот ты знакомишься с ним. Ну как писать? Ну там, я не знаю, размер. Ну что они скажут обычно? Ну послушать размер, да, ну последняя нота там, я не знаю, ну сколько тактов посчитать. Дальше этого фантазия обычно не продвигается, когда начинаешь спрашивать, а как вообще учат-то? Да никак это не учат. Сидим, пишем и все. Опять же, это стандартный ответ. Вряд ли кто-то ответит по-другому. Даже, может быть, если и учат, им трудно сформулировать, конечно, бывает. То есть здесь само по себе, что там что-то может быть в процессе, это уже будет привлечением внимания. Иногда не будет так им важным результат, зато вы можете за это и похвалить, понимаете, вот ты организовал это, ты сделал это. Будет за что хвалить ребенка, потому что если эта задача не поставлена, то вы вынуждены оценивать только результат, а он может быть не сразу. Особенно если слух не абсолютный и далеко не абсолютный, скажем так. И многие вещи не проработаны. Хорошего результата сразу не получится. Это самая долговременная и самая такая кропотливая работа, пожалуй, что в диктанте, где быстрых успехов, редко бывают быстрые успехи, просто форма другая. Вот. Можно, конечно, сделать другую классификацию, то есть еще добавить, но это основной временной интервал в стиле организации записи, да, и разделение вот по фильтрам внимания. Можете подумать в этом плане, чтобы вы выделили сами в своей работе. Может быть, что-то для вас будет еще добавлено. Какие трудности, значит, соответственно, в диктанте получаются? Это музыкально-слуховые, о которых мы уже сказали, потому что это комплексные трудности. И вторые
Общепсихологический, это, давайте просто обобщим, мы уже сказали, это быстрая обработка информации, значит, здесь скорость обработки информации, скорость прохождения этих нейронных процессов, она очень важна. Понятно, что это мы с вами так говорим, и про нейронные процессы вряд ли вы будете беседовать в классе, но вы-то должны это учитывать, что помимо того, что я уже говорила, что есть различия между визуалами и кинестетиками, в способе один видит, другой чувствует, грубо говоря, не совсем так, конечно, они видят и чувствуют вместе, просто какие-то предпочтения. Но второе – это еще скорость обработки индивидуальной информации, за что просто нельзя ставить оценку меньше или больше, потому что это особенности человека. И они это тоже должны знать, потому что те, которые соображают медленнее, они комплексуют. Потому что они думают, что они глупее. Тот, кто сказал быстрее, умнее. Такая детская вот связочка, что это не всегда так. Это не всегда понятно даже, между прочим, педагогам. Младшая школа всегда, видите, отличники младшей школы, обращали внимание когда-нибудь, они очень часто в старшей школе становятся самыми заурядными учениками. Они не просто выдыхаются, а там включаются другие навыки, там больше абстракции, там больше систематичного мышления. И в конечном итоге, может быть, выиграют как раз те, которые в младшей школе сидят и как бы долго думают. И на самом деле же те же процессы происходят. Вот, значит, это быстрота обработки информации тут будет выигрывать быстрой, безусловно. Ничего не сделать, потому что на скорость идет работа. Здесь нет каких-то новых решений, понимаете, нет какого-то творческого подхода. Тут нужно просто сделать работу, как диспетчер работает, в общем-то говоря. Не все, скажем, многие творческие люди по коэффициенту, и вот знаете, есть тесты на IQ, коэффициент интеллекта, да? Ну, они вот у нас переводятся, книжонки такие появляются, Айзенг, там, американские тесты. Так вот, что интересно. Это прежде всего тесты для выявления левополушарных умений. Это прежде всего левополушарные дети. То есть по этим тестам очень талантливые дети с ярко выраженными творческими возможностями очень часто будут за чертой. Они не только прямо не связаны с талантом, с действительно развитием вот такой гармоничной личности, но иногда противоположно совершенно. Попробуйте, если у вас будет когда-нибудь свободное время, себя проэкзаменовать по этим тестам. Они так рассчитаны где-то на среднюю школу, среднего американца, школьника. Я думаю, что у вас будет коэффициент интеллекта, может быть, ниже. Это говорит только об одном, понимаете, что это не только не универсальная вещь, а просто она очень какие-то специфические вещи. Быстроту реакции проверяют прежде всего, и комбинаторику. А это левополушарные вещи. То же самое здесь, соответственно. Значит, пространственная организация, мы сказали. И помните, мы говорили трудности аудиального входа, визуального выхода. Вот эти вещи, о которых надо думать. Дальше. Значит, относительно того, как все-таки мы можем организовать чисто слуховую работу в диктанте. Значит, тут нам помогает, как и везде, это вероятностное слышание. То есть, когда мы можем чуть-чуть предслышать, а что будет дальше, а какая модель может быть использована. Мы, опять же, видите, как все на самом деле перекручено, связано, потому что вот уже к последнему дню семинара я все время вынуждена говорить, что мы, опять же, да, мы уже об этом говорили. И действительно, мы об этом говорили, например, когда мы смотрели с вами мелодику. Специфические, если помните, мелодические фигуры. Вот опевание, там, лесенка, всякие эти самые колечки, петельки. Это все метафорические названия, вы можете их придумать в большом количестве сами, и главное, чтобы они работали. То есть, как минимум, ученики должны знать эти фигуры и думать, что вот они в диктанте не просто встретят набор нот, ведь часто они не знают, что они встретят в диктанте, кроме тональности и сильной доли в конце, и то не все, иногда поразительно пишется диктант, и в конце там в ре миноре будет там нота какая-нибудь там соль стоять. То есть у человека в принципе даже не сформировано знание того, что обычно, вероятностное слышание, да, что обычно все-таки на тонике мы заканчиваем. То есть эти вещи не проработаны очень часто. У него нет такого знания, что частотный показатель таков, что все-таки больше всего у нас мелодии оканчиваются на тонике где? Ну, в классической системе, естественно. Мы же и не предлагаем диктантов атональных каких-то. Там этого не будет, может быть. А может быть и будет, трудно сказать. Но мы ориентируемся на реальные программы.
Вы, во всяком случае, потому что ну, вы же должны соответствовать каким-то аттестационным нормам. Я имею в виду, прежде всего, первое и второе звено, те, которые вот связаны с квалификационными экзаменами дальше, в первую очередь. А вуз там немножко такой, с одной стороны, больше свободы, с другой стороны, времени там совсем нет, совсем плохо со временем. Ну вот, значит, это знание мелодических фигур. Это знание, если это двуголосные диктанты, например, но трехголосие практически только у теоретиков, если брать училище. Вот, в основном все-таки двуголосие идет у всех факультетов. Двуголосные фигуры, то же самое. Они точно так же должны их знать. Мы, конечно, изучаем и по теории, и по гармонии, например, виды голосоведения. И опять же упираемся, что изучать мы их изучаем, но в практике они их не применяют. То есть они, может быть, вспомнят с трудом, что существует параллельное движение, там противоположное, косвенное. И слово-то какое-то, которое не любит это косвенное, во-первых, писать непонятно как, есть там буква Т или ее нету, и вообще не очень приятное. И главное, что абстрактно для них. То есть, о чем я говорю? Значит, вот вы приступаете к двуголосному диктанту. И к вопросу о том, как же все-таки слышать вертикаль. Просто слышать вертикаль, ну, трудно ее слышать. Значит, опять же, надо помочь. Сначала построить лес, а потом, я имею в виду, леса строительные, а потом их убрать. То есть, чтобы сначала они могли понять, как это сделано. Например, вероятность. Вот у нас, скажем, там до-мажор. До-мажор, и вы буквально фактически обучаете их этим двуголосным паттернам, там, моделям, как хотите, говорите. То есть вы им показываете, что движение, например, что не вообще абстрактное бывает противоположное движение. Они абстрактно вам напишут с большим удовольствием, не заметив, а вы скажете, что же вы пишете по вертикали, что не слышишь? Не, они не слышат, они просто не подумали о том, может такое быть или нет. Когда мы будем изучать линии Хиндемита, там это будет очень полезно, особенно вот такое движение, но это будет очень не скоро. А сначала нужно сделать эталон на классическую музыку. Какие эталоны? И они это должны понимать, как тоже вот правило, ну как в русском языке правило есть. То же самое, правило голосоведения, что какое может быть движение? Из 3 цифры, из 5 получается цифры, соответственно, всех нечетных, из 7, из 9. Кстати, запомнить, естественно, очень легко. Из всех нечетных будет хорошо звучать. С дециму, соответственно, в сексту. То есть вот когда из дециму в сексту, они не запомнят. А вот 3, 5, 7, 9 – это легко. Ну, неважно, какое там количество октав. И наоборот, соответственно. То есть, чтобы была модель, если у них в до-мажоре, а сопрано они, скорее всего, услышат, есть движение третьей ступени к первой, то по тому, что предположить можно, если там есть движение в басу, да, и оно встречное, потому что ступени запомнить труднее услышать, а вот грубые черты, крупные черты рисунка всегда, естественно, лучше воспринимаются. То есть они могут услышать так движется голос или так, а какие ноты – это уже сложнее. Но это можно сделать что? С самого начала. Вот ребенок слушает диктант, и вместо того, чтобы целое проигрывание убивать на размер, хотя можно там в определенном тактом, знаком, да, 4-й такт какой-то, по первому такту размер не определишь, потому что ты еще не понимаешь, где ты находишься. Но это чуть позже, я сейчас скажу тогда относительно ритмики. Посмотреть что? И зарисовать. Помните, мы говорили, ага, он следит глазами, да, какой такт идет. Вот если этот этап сделан, ну, это как, что значит этап? Это значит, несколько раз на уроке, вот несколько уроков вы с этим упражнением занимаетесь, снимая другие трудности, вот так вот очищая. Потом вы смотрите, вы играете диктант, даже нет цели, чтобы они, например, написали этот диктант. Вы не ставите такую цель. Диктанты могут быть какие угодно, не обязательно только полный диктант на результат. Вы играете диктант, и они записывают, например, типы движения голосов, если двуголосие, не ноты. А чтобы они умели написать, написали параллельно, услышали, скажем, вот кусочек вы сыграли им, например, и у них задачи, и они должны понимать, что они занимаются сейчас именно этим. Вот,
А после этого, поверьте, это тоже достаточно трудно, потому что это тоже работа, определенная работа слуха. Не точечная, а вот на линию. Это тоже гибкость. А потом вы уже смотрите дальше, детализируете это. Если это параллель, они точно должны знать, что параллель бывает, соответственно, чем? В гармонии они это знают, но это очень поздно. Двуголосие, конечно, много раньше. То есть параллельные терции, они же децимы, можно просто сказать терции, сексты, а количество октав там это уже не важно. Что не может быть, соответственно, квинтами, не может быть квартами. Вот, там октавы, понятное дело, если двуголосие, я имею в виду. И дальше они выбирают. Если они увидели параллель, то у них выбор не вообще всех нот на свете, а всего лишь между терцией и секстой. Как это сделать? Ну, если они, предположим, слышат высоту и интервал, там и так понятно. Но давайте возьмем более сложный вариант, когда они не слышат это. Это так или так? Или так? Ну, сексты напряженнее звучат просто. Опять же, взять какой параметр? Не аудиальный, а если напряженнее, это о чем мы говорим? О кинестетике, конечно, да. Просто взять и поставить фильтр внимания на другом, сняв внимание из бесконечных проблем, какая нота звучит. Ведь они же все время зациклены на высотности, в диктанте в особенности. И в большей степени, вот, может быть, даже вы обращали когда-нибудь внимание, дети, которые не обладают абсолютным слухом, у них высотность очень часто, во всяком случае, те, которые вообще чего-то хотят добиться, конечно, у них ощущение звуковысотности – это как сверхценная идея. То есть для них очень важно, вот какая нота, причем вот жизненно важно, какая нота, вот, потому что они вот понимают, что они что-то такое не добирают. Эти вот просто вообще ничего не делают, сразу берут и слышат, как они это делают, непонятно, да. А тут вот это суперзначимость какая-то. Нужно немножко убрать, потому что если они зациклены только на этом, они вокруг этого ничего не слышат. Ни линий, ничего. В итоге они и высоты-то не будут слышать. Почему? Потому что этим способом аудиальным, когда аудиальное слышание его не хватает, ну, так нужно просто подключать другой. Значит, это параллели будут. Ну и, соответственно, скажем, в этом же примере, да, встречное движение. Они выбирают между этим и, в общем, больше не между чем. Почему? Потому что, ну, довольно редкая мелодическая линия. А здесь что? Здесь объясняешь зеркало, да? Ля, соль, фа, значит, наоборот у тебя здесь. Вы уже, наверное, сразу догадались, что если это сделано в младшей школе или в средней, не в младшей, в средней школе, да, то когда вы будете писать дальше четырехголосие или слушать цепочки с этими проходящими оборотами, тем же самым. А что меняется? Ничего. То же самое слушается линия. И что? В качестве вероятностного слышания и предслышания того, что может быть, понятно, а что ж там еще можно поставить? Там ничего поставить по их программе, по крайней мере, ничего нельзя. Поэтому очень часто вы, наверное, знаете, что четырехголосные диктанты, они самые легкие для тех, кто знает гармонию. Кто может ориентироваться, ага, края написали, а что внутри, мы что? Сейчас сообразим. Сейчас сделаем. И чем лучше это отрегулирован и отрепетирован этот навык в среднем звене, тем труднее от него уходить в ВУЗе. И это другая проблема, но она не наша сейчас. Потому что пусть лучше она будет сделана, а потом уж мы сообразим, как что с ней делать. Вот. Дальше уже вопрос на самом деле не то, что она неплохо то, что она сделана. Проблема бывает с тем, что трудно переключиться. То есть пускай будет сделано, наша задача будет переключать на другие стили. Но это опять психотехника, это не уши. Не только уши, скажем. Ну вот, это линии двухголосия, как вероятностное слышание. Значит, может быть, соответственно, еще как отдельные модели. Вот для диктантов школьных они очень хороши и очень часто встречаются. Я уже немножко говорила. Вот эти вот модели. Или так. Взять типичные примеры двуголосия. Как это можно на слух накрутить? Ну, взять того же двуголосного способия, рубца, там, я не знаю, сборники. Но рубец двуголосия, он не распространен, он даже не пересдавался. А способинский вот этот сборничек хрестоматии, это не его примеры, а там он много чего собрал, естественно. Вот. Они чем хороши? Тем, что там очень много моделей.
и они остаются на слуху. То есть, как обычно, один голос петь, другой играть, и чем больше они будут с этим работать, причем как, не просто петь, пропел, забыл, закрыл, а проанализировать, а как это сделано, вот, вытащить оттуда типа голосоведения. И сделать гармонический анализ не для гармонического анализа, а для вспомоществования себе же родному для диктанта, объяснив, зачем надо. Они будут анализировать немножко по-другому, стимул другой будет. Объяснить, ага, а вот посмотри, вот так, такая модель, вот это вот тебе может встретиться в диктанте. Это как шпаргалка. Эффект шпаргалки, вы же знаете, да, если хорошо сделанная шпаргалка, то, в общем, иногда ей не нужно уже пользоваться, потому что умно составленная шпаргалка в процессе, так сказать, составления ученик просто как бы хорошо укладывает информацию в голове. Вот. Значит, это вероятностное слышание, соответственно, типичные модели, вот мелодические, двухголосные, ну, трехголосные модели то же самое. Потом, если голос один делает скачок, значит, еще интересно, куда это идет, как вы думаете? Задачи по гармонии дальше. Если это будет сделано в музыкальной школе, что им потом решать задачи? Ну, посмотрите, вот вы их можете обучать чему. Вот до мажор у вас такая мелодия, скажем. Например, вот такая странная со скачками. И вы им говорите, так, хорошо. Они должны, во-первых, понимать, что мелодия и нижний голос, они вот составляют то, что мы называем терминологически контурное двуголосие. Да? То есть по контурам что? Аккорды. Не все это понимают, совершенно не все, и на самых, так сказать, поздних стадиях все равно не понимают даже. Что мы вместе должны собрать аккорд. Если у нас до мажор, у нас, значит, соль, до, еще соль. И у нас в басу, предположим, вот такая задачка может быть, не обязательно сразу вот большой диктант, которым вы угрохаете кучу времени. Просто вот такие примеры на соображение. Такая мелодия. Смоделируйте, какой бас бы вы взяли бы, чего не хватает. Смотрите, так, соль, до, куда входит? Они скажут, так, до, ага, ну тональности могут быть сначала вообще очень простыми, чтобы хотя бы об этом не думать, да, до мажор, там, соль мажор, неважно. Значит, до ми соль, чего не хватает? Не хватает ми, да. И это же потом вы будете уже на этом, можно сказать, ага, вот когда у вас квартовые скачки и квинтовые, скорее всего, вы берете недостающий звук для этого трезвучия, комбинируете. Это опять же помощь слуху, а дети, которые хорошо у них развито левое полушарие, они будут очень быстро на это реагировать. Комбинаторика. С правым полушарием медленнее, им не очень это понравится, могу сразу сказать, потому что чего-то собирать всегда лучше левополушарным детям. Они лучше это делают. Некоторые будут абсолютникам вообще не понравится, они скажут, что нам делать-то, мы напишем свое и знать ничего не хотим. Вы к этому должны быть готовы. У вас будут разные реакции на одно и то же упражнение. Кому-то это будет очень нужно. В индивидуальных занятиях это оптимально было бы, если бы вы... Но у нас нет индивидуальных занятий, то есть бывают какие-то дополнительные, да, но это часы. Но, в принципе, предмет на это не рассчитан. Поэтому тут надо и им объяснить, что совершенно нормально и хорошо. Сказать, что вот кому-то это будет очень удобно, кому-то это будет менее удобно. Кстати, что я говорю? Я все время говорю слово «удобно». Очень удобно, менее удобно, не очень удобно. Я не говорю, что кому-то это будет плохо. Понимаете? То есть это тоже якорь. В конечном итоге в подсознании стоит слово «удобно». Очень удобно или не очень удобно – это совсем не то же самое, что... я не знаю, беспокойно, или же кого-то это будет раздражать, тут другой якорь будет стоять, да? То есть со словами надо будет, конечно, достаточно виртуозно обращаться на уроке, стараться. И самим следить за этим, потому что сначала вы будете говорить как обычно, а потом будете привыкать к тому, что вы фильтруете слова. Дальше фа-до спрашиваете вы, чего не хватает. А для этого можно что сделать перед диктантом? Шпаргалочку такую выписать, да, до, ми, соль, фа, ля, до, соль, си, ре, фа, ну как это обычно, чтобы им быстрее еще это и виделось. То есть до мажоре они и так это знают, то есть другая тональность, значит, они могут это сделать. Ничего в этом плохого нет абсолютно, и можно это делать. Говорят, что вот, а вот неприлично это делать там вузовская задача, ну что неприлично, это удобно. Ну смотри потом, да и все, если тебе не хочется сдавать экзаменатору. То есть ничего, в таких случаях моя бабушка говорила, неудобно сидеть на еже. Я считаю, что это абсолютно правильно. На еже, наверное, неудобно сидеть. Остальное все, что работает, то удобно. Значит, фа-до будет, соответственно, бас-ля, и вот у нас что получится. Дальше, например,
Си-фа, да? Смотрим, ага, у нас соль, си, ре, фа есть, да, выписано прямо. Во-первых, это интересно уже им становится. Так, а что там может быть? Вот, что там может быть? Значит, ре или соль? Пробуем, значит. Или так. Ну, объясняете им, что если это у вас конец, каденция, там, вводите им слово каденция, если это младшая школа, если старшая, средняя, это понятно, что они знают. Там 4-й, 7-й такт. Они знают, что, скорее всего, там будет кварто-квинтовые скачки. Не надо для этого задать гармонии. Это, естественно, можно двуголосие сделать и нужно. Или вы объясняете, что кварта по вертикали, скорее всего, будет в таких зонах, как 4-й такт и 7-й, потому что она будет... Вот, что когда у вас это отношение в начале такта, скорее будет так или так. А это скорее 4-й или 7-й такт, если вы работаете с классическим квадратным периодом. И с ним и надо начинать работать, потому что эталон. Может быть, понимаете, и другая совершенно методика, когда вы берете и делаете не эталонный, все не эталонное. Так тоже можно. Тут есть только одна, не то что опасность, но, в принципе, это большая ответственность, если вы берете этих детей, если вы точно знаете, что с ними делать. Ну, бывает такая ситуация, что вы берете их с 1-го класса, ну, вот где все вместе, в комплексе, да, и вы точно знаете, что вы же будете дальше с ними работать. В следующем звене, и тогда вы можете, в принципе, конечно, делать какие-то совершенно удивительные свои программы, может быть, это интересно, и даже, наверное, интересно. Но всегда остается вот этот вот этический комплекс, что называется. Ну, что вы начали, а дальше, кроме вас, никто больше не сможет сделать. Можете начинать с 3 тактов, можете вообще делать что-то другое. Я говорю абсолютно так вот, гипотетически, потому что на самом деле, скорее всего, никто этого не будет делать. Ну, потому что, сами понимаете, вы их отдадите, и они будут непонятно чем заниматься, и о вас будут говорить непонятно что. Потому что вы не сумеете показать преимущество другой системы. Поэтому новации хороши, когда они все-таки в русле таких вот отработанных программ. У нас ведь что произошло, когда программы начали рушиться? Это не только музыкальные, и школьные, наверное, знаете, да? Все авторское стало, все новое, все поперек, все переломали. Ну, такая общая тенденция 90-е, да? И куча всяких таких экспериментальных школ, и сначала все это на ура, на восторге, а теперь не знаю, что делать, потому что, ну, не мне вам объяснять, сами, наверное, это все вкусили. Поэтому в этом плане нормальный консерватизм, он иногда как нормальная охранительная тенденция работает. Мы немножко уже устали от каких-то непонятных новаций, которые неизвестно к чему ведут. То есть новое должно быть, новое – это хорошо забытое старое, хорошо перемешанное и хорошо систематизированное, я бы так сказала. Потому что вот даже то, что я говорю, я не думаю, что я говорю какие-то новые особенно вещи. Я их по-другому немножко подаю и связки между ними делаю. Вот, собственно, а это связь, это смысл методики связки. Что на что работает, что для чего, и как мы, и куда мы, как у шахматиста, на 7 ходов вперед просчитал, выиграл, на 2 просчитал, проиграл, мало просчитал. Ну и все. А что-то там такое, это в большой степени самовыражение педагога уже бывает. Так что вот я вот там чем-то таким занимаюсь, это иногда бывает внешним очень моментом. Вот. А так вы реально сможете помочь, например, ребятам написать двуголосный диктант, особенно когда у них инструменты одноголосные. Вот у оркестровых музыкантов они не очень привыкли, на самом деле, слушать двуголосие, просто они немножко, у них все время фокус внимания на мелодике. Поэтому просто надо объяснить, а как же она связана? А получается так, что мы не объясняем, как связано, мы говорим, слушай вертикально, чего ж ты не слышишь, какой голос? Он говорит, я не слышу. Я вообще не слышу, для меня отделить сопрано от баса трудно. Вот. Сопрано еще более-менее, а бас ну, никак не идет. Понятно, что сюда нужно добавлять упражнения на пение и игру. Ну, это обычные вещи, опять же, так сказать, тут ничего нового нет. Вот. Значит, вы разобрали, скажем, эти модели двуголосия, и таким образом вы озвучили реально и косвенное движение, да, когда вот у вас объяснили, а какое же оно бывает, потому что если параллельные и противоположные еще как-то объясняются модели, что бывает, то в косвенном ничего обычно не объясняется. Вот.
И дальше, в общем, написание диктанта в большой степени становится делом приятным, если вы тем более это организуете. Приятно почему? Ага, до, ре, ми, так, ми, ре, до. Это немножко конструкция будет сначала, пусть будет, потому что вы втравливаете в этот процесс соучастия, то есть вы пишете как автор диктант, я имею в виду, ну вы или же там кто-то еще из сольфеджистов, чей диктант вы инструктивный, я имею в виду, берете, ну из музыки шил на мыл, какая разница, это модели, мне кажется, проще написать здесь. Вот. Ну, если вам очень нравится только из художественной литературы, ну да, подбирайте тщательно, чтобы это не было за счет методики. Вот. И они начинают уже что? Ага, вот так или так. У них появляется много инструментов, они начинают соображать. Дальше что вы добавляете? Такие модели, как разрешение интервалов. Опять же, это двуголосие говорю. Опять же, вообще-то они знают, по теории, ну, опять же, когда будет, и одна тема прошла, а потом они ее забыли. В навык не переходит. Я имею в виду разрешение, скажем, диссонантных интервалов. Ну, тритон они проходят, они знают. И то, что они знают. Они знают это. Они не знают, что он боковым образом может разрешаться, как в музыке, например, да? Что он может разрешаться через что-нибудь, любую ноту, как любой другой интервал, или же разрешение секунды, самое типовое, да, они этого, в общем, не знают. То есть они знают, что секунда, в лучшем случае они это знают, это не всегда, что секунда диссонирует нижним голосом, разъезжается вниз, но это, вы понимаете, совершенно не сенсорная информация. Попробуйте запомнить, кто чем диссонирует и куда разрешается. То есть нужно сделать комплекс упражнений и попеть упражнения двухголосия, например, секвенциями, конечно, хорошо. Потому что на каждой ступени получается тогда. Заодно что это тренирует? Опять же, вперед. Неприготовленное задержание, правильно, в басу. То, что очень плохо, когда бас наступает на секунду. Вот так, секунда. Ну, не слышна, секунда плохо слышна, особенно от баса. Вот. То есть вы проходите разрешение диссонантных интервалов прямое, как, например, фа, соль, ми, до или фа, соль, ми, соль, самые типовые, и разрешение не прямое, а запаздывающее. Понятное дело, что те, кто дойдут до этой темы по гармонии, не аккордовые звуки, я имею в виду, они тоже будут уже подготовлены не где-нибудь, а все-таки в начале училища, да, или в каких-то старших классах там, спецшколы, а то и, в общем, где-то класс. Не, ну, в музыкальной школе не очень двуголосие все-таки, это, так сказать, основа там на одноголосии. Ну, опять же, смотря где и смотря как заниматься, это естественно. Ну, училище, конечно. То есть, когда у вас будет разрешение, берете прямое, и даете, например, задание, и сначала покажете, естественно, уроки, а как можно не прямо? Смотрите, фа, соль, у вас уже эта табличка, где соль, си, ре, фа, да, нарисовано, то, что вот мы сделали, шпаргалочку до, ми, соль, фа, ля, до, соль, си, ре, фа. Смотрите, ага, фа, соль, чего не хватает еще? Си, ре, да? Там нам она нужна была для чего? Для противостояния баса и верхнего голоса по принципу, да? Ага, в мелодии такой скачок, значит, скорее всего, не так, и показывайте им нелогичность, что они будут смеяться, потому что смешно звучит. Вот, показывается, что действительно так. А здесь это же будет с участием мелодии. Ага, у нас есть си и есть ре. Попробуем. Оттяжку. И набираете что? Опять же, набираете модели, образцы, паттерны. Они могут это написать в качестве домашнего задания. И по принципу, кто больше соберет грибов, да? То есть кто больше придумывает. А это всегда стимул придумать. Ничего не там нудно выполнить, а придумать самому. На каждый интервал то же самое берете септиму, ну тоже характерную септиму, например, как на обращение этого же варианта на пятый. И у вас получится, конечно, естественно, полное обращение. Понятно, да? Скажем, сюда. Итак, скамбиатый такой. С басом потом говорите, так, ага, с одним голосом поработали, сопрано. Давайте посмотрим, что в басу будет. И так далее. И они вдруг понимают, что все это двухголосие не игра случая, что практически все диктанты просчитаны, особенно если вы
напишите диктант, его потом таким образом проанализируйте. Не просто на какой ступени какой интервал, это мало что дает. То есть, дает, но, опять же, информация. А как устроены модели, как устроен диктант? Это всегда ребенок любит разбирать, не знаю, как сделана машинка, из чего сделана кукла. Поисковый интерес, просто-напросто. Значит, и опять же мы убиваем, если экологично говорить вообще про двух зайцев, зайцев всегда жалко здесь, решаем две задачи сразу. То есть мы прежде всего создаем технологическую основу для работы именно с диктантом, не забывая, что там есть еще память, скорость, все такое, это само собой. А второе, мы просто психологически работаем, это чистая психотерапия в действии. Когда им, бедненьким, что-то там будет думать, что диктант это страшно, они все в работе, они все в поиске, они все, ага, услышал Миродо, замечательно, так, Дора, мы сейчас присобачим, посмотрим, что будет, проверим. И на каждом проигрывании они занимаются чем-то по делу, они знают, что они делают. Значит, вот тут вопрос. У вас, например, там 8 проигрываний, там, или сколько по программе, скажем, в младшей школе поменьше, там 6, например, в зависимости от того, где вы находитесь. Ребенок должен примерно знать, что он делает на каждом проигрывании и зачем ему эти проигрывания нужны. Потому что очень часто он просто слушает и просто... Я слушаю и не запоминаю, но если он вообще слушает, он вообще не запоминает. То есть он не знает, чем себя занять на самом деле на диктанте и как слушать. То есть эта ситуация какая? Мы связали ноги, посадили в мешок, завязали глаза и что говорим? Как можно быстрее беги, прыгай там, я не знаю что. Вот они прыгают. Примерно так. То есть лучше бы так посвободнее немножко вытащить их из мешка и вот занять. Первое проигрывание я уже сказала, что значит это, конечно, слишком шикарно отдавать целое проигрывание на размер. То есть там, и если, опять же, я не говорю сейчас о варианте абсолютики, которые все равно не будут они вам разбирать типы движения голосов, у них мозги уже заточены на то, что они сейчас вам нотами напишут. Ну и пусть пишут, опять же, мы об этом не говорим. Пусть пишут, оставьте их в покое. Не надо их, это им связывать руки тогда. А вот другим, соответственно, вы смотрите типы движений. Если это одноголосный диктант, значит, если там есть хроматизм, тоже поработайте с записью, например, где у вас движение по гамме прямое, где у вас волнистое будет, да, хроматическое движение, чтобы они его различали, а это для них не всегда одно и то же. Не всегда легко в смысле, то есть иногда как раз для них одно и то же, когда они пишут так, но для них скорее движение по ступеням, а не внутренняя вот, эта мензурочка. Скачки, чтобы они отмечали. Это в одноголосии. В двуголосии, значит, линии движения голосов. Это можно сделать сразу? Ну, конечно, можно. Они могут, вот как можно использовать эскизную запись вначале? Настроиться, задержать в памяти тонику, естественно, и от нее довольно просто начать там первый такт, запомнив, написать. Музыка, причем можно так вот, в принципе, эффективно, поскольку времени мало, и они должны знать, что никогда не будет много времени на диктант. Это всегда, иногда ведь как говорят, что, ну, я говорю, сколько вам играют? Ну, сколько мы захотим, столько играют. Тогда ребенок ничем не ограничен. Это, конечно, психологически можете комфортно, но он попадет в стресс, когда ему дадут в совершенно других условиях, и он не справится просто с этим. Потому что здесь обязательно, конечно, стресс снимается другим способом, а ограничители здесь должны быть временные. Ну вот, то есть он слушает, пишет кусочек первого такта, не слушает дальше. До этого времени примерно приходит вот, 4-5 такт, там каденция. Опять же, вероятностное слышание. Примерно ребенок должен знать, что в каденции происходит. Если это младший возраст, значит, там остановка, ну, либо на 5, либо на 3, на типовых. А вы типовые сначала отрабатываете, ничего в этом плохого нет. Когда, опять же, вы отрабатываете сначала модели, которые они учатся узнавать, и если они узнают, они радуются, соответственно. Потому что мы вырабатываем навык сейчас. Навык, фактически мы не диктантом, опять же, занимаемся, а достаточно сложным навыком мышления комплексного. Вот, если это диктант двуголосный, то, соответственно, там вот эти вот слушаем кварты, там есть доминантовый бас или что там такое. Потом уже какие-то другие модели, когда стертая каденция, это позже можно вводить. И, опять же, помечает. Пока он помечает, музыка-то идет вперед, да. На месте каденции, кстати, он замеряет, что точно совершенно выясняет размер, потому что мы можем начать за тактом, может начаться с синкопа, с чего угодно, и если он начнет сразу вписываться в этот размер, что еще обычно начинается?
Он сразу начинает дирижировать. Мне всегда это удивляет. А как? Не зная размера, на что он дирижирует. То есть он сначала начинает дирижировать, ему кажется, что 4, и дальше перестроить с 4 поймать что-то, ну, это очень трудно. То есть начинать нужно определять размер, конечно, без дирижирования. И они тоже должны это знать, потому что то, что определяет размер, они все знают, что надо определять размер. И что надо искать сильную долю, они тоже знают, но почему-то они при этом дирижируют. Рука уже пошла, ее остановить очень трудно, поменять размер, это координационная трудность. То есть от сильной до сильной они слушают сильные доли, и тут работает вот сам принцип, о котором мы говорили, сильная доля там часто совпадает с долгой нотой, с тоникой, это все будет работать. И вы будете писать такие диктанты, которые будут работать, это совершенно, это не значит, что вы подстраиваетесь, так сказать, под свою методику, а просто вы отрабатываете модель, необходимо. Потом уйдет постепенно. Вот, то есть это, значит, вероятностное слышание на знании моделей в одноголосии и в двухголосии. Соответственно, при этом у вас уже сделан дизайн, и дальше на каждом проигрывании, а вот дальше индивидуально. Может быть, сначала вот он сделал первый такт, да, вероятностное слышание там использовал как либо обороты какие-то, может, где-то опевание пометил, где-то там все такое. Вот. А потом, зная уже, что вот сейчас конец диктанта, это такой идеальный вариант беру, когда это сделано уже, естественно, понимаете, сразу это не получится с первого раза, понятно. Он запоминает последние 2 такта или так, в зависимости от того размера и насыщенности длительностями, ну, из 4 четверти можно 1 такт. Вот. Но что получается? Часто последний такт, он коротенький, там тоника, либо на сильной, либо на относительно сильной доли, то есть и тоник, именно тоника. Значит, он должен знать, что, во-первых, это тоника, во-вторых, что подход может быть сверху снизу и скачком плавно, да, то есть, по крайней мере, то есть кажется, что там нечего знать. На самом деле он должен эти знания что актуализировать в голове, просто чтобы он об этом подумал в этот момент. Тогда все-таки в ре миноре будет тоника ре, а не соль, и вообще что-то будет логичное. Вот, то есть, зная, что мы к нему придем, можно понять, например, вот там что-то такое шло, там музыка, вот конец, он услышал этот конец, и музыка что, прекратилась. Замечательный пример, когда можно что? Кусок запомнить, больше ничего не мешает, потому что запомнить начало, что-то, сколько ты будешь крутить в голове, мешает музыка. Тут ничего не мешает. Значит, дожидаетесь конца диктанта, и дальше то, что мы уже говорили, вы крутите это без нот, потом добавляете ноты, уже аналитика только потом, ноты ни в коем случае сначала не нужно. И тут же у вас уже работает та самая рука счетная, так сказать, машиночка, потому что по руке они проверяют ритм, и примерно с конца у вас 1,5-2 такта. Ну, сначала так, потом записано. Ну, дальше что мы делаем? Ну, пристраиваем. У вас следующий кусок будет позже, вы его запомните, а конец вам уже не нужен, и вы буквально... Там немножко такой психотехнический прием отстранения, то есть вам нужно отключиться от звучащей. Ну, не очень это удобно сначала, но тут либо удобно вообще не заниматься никакой методикой, самое удобное, просто писать по нотам, писать вот все ноты. Ну, я же уже говорю, что тогда получается результат черного ящика. Непонятно как. Кто-то, вернее, выигрывают в этом процессе те, кто от природы имеет абсолютный слух и что-то вообще сформированное. Остальные только проигрывают. Не самый удобный способ научения, потому что требует вот, чего-то не слышать, что-то выделить, то есть каких-то навыков таких уже комбинаторных. Не думаю, что с самыми маленькими детьми это удобно делать, но там и нет такой необходимости, там маленькие диктанты, там сами задачи немножко другие. А для детей средних и по возрасту, я имею в виду, и вот в училище это вполне нормально, то что им операционных действий мыслительных вполне хватает уже с возрастом. Вот. И таким образом вы, соответственно, получаете диктант, написанный абсолютно по-разному. Теперь вот я обещала вам перейти к связи, в частности, написания диктанта с метапрограммой и вообще немножко о метапрограмме. Сейчас посмотрим, что у нас со временем. Ну, нормально. Вот если говорить о диктанте, опять же, это к выбору стратегий. Ну, например, стенография или на память, или же от начала до конца, или фрагментарно.
Мы все разные, не только по модальным предпочтениям, визуальным, кинестетическим, аудиальным, но разные по метапрограммам. Метапрограммы – это фильтры нашего восприятия реальности. И метапрограммы, они разные, но сейчас, в частности, у нас разное ощущение времени, разное ощущение того, как мы охватываем информацию. Кто-то привык, это привычка, это наследственные вещи. Вот причины нас сейчас не очень интересуют, это задача не методики, да? Методика все-таки занимается вопросом, как из этого что-то можно сделать. Вот мы на этом сейчас остановимся. Восприятие информации. Кто-то воспринимает информацию сначала целиком, любит предпочтительная система, а потом смотрит детали. И визуальную, и логическую, какую угодно. Несколько примеров. Вот просто примерьте как бы на себя. Вот вы идете в магазин, и вам надо купить атлас или карту незнакомого города, чтобы сориентироваться, или страны, в общем, просто такой пример, что вам нужно сориентироваться. И у вас есть атласы, очень хорошие карманные атласы, они вот так раскрываются, каждая страничка у вас там, значит, все расписано и удобно носить. И есть эти большие карты, которые никогда не знаешь, как... Я не умею их складывать. Каждый раз они... То есть, наверное, нужно выучить, как их складывать раз и навсегда. Но я всегда складываю не так, когда большие карты. Они как-то так хитро всегда. Все у меня заломы всегда не те. Вот. Так вот, атласы удобнее. Смотришь, и даже, может быть, дешевле. И вот я выбираю карту. Она неудобная, складывать ее неудобно, я выбираю карту. Я выбираю карту, исходя из чего? Но мне нужно обязательно знать, а вот что за этим кусочком рядом есть. Я без этого просто не могу. Но кто-то покупает атласы. И без этих мучений. Я хочу сказать, что у кого-то есть метапрограмма большого размера обобщения. И это не только атласы, она будет выражаться в предпочтениях совершенно разных. Прежде всего это касается, конечно, процесса обучения. Ну, например, представьте себе, что вы изучаете иностранный язык. Такое иногда случается со всеми, поэтому достаточно это такая тематика, наверное, живая. Или изучали, или сейчас, может быть, изучаете, или вообще, или ребенок ваш изучает. То есть вы как-то втянуты. Очень часто бывает, что родители изучают с детьми, и что-то такое все время в процессе обучения находятся сами. И вот есть разные методики. Ну, например, вот параграф, вот столько-то там 5 новых слов, там такой-то текст, новая тема, значит, вот вы проходите. Потом еще новая тема, еще какой-то, значит, перевод. Вот, есть такой способ. Есть другой способ, например, работы, когда вы берете и просто прочитываете всю грамматику. Понятно, что вы ее все запомнить не можете и выучить, это невозможно. Но вы знаете, как устроен язык. Целиком. Не погрузившись в детали, конечно, процент запоминания из этого чтения будет ничтожный. Все перепутается в голове сразу, потом раскладывать, это понятно. Но вы для себя получаете некоторое удовлетворение, что вы вообще знаете, что вот там есть вот такие, так сказать, особенности, там все. И вот у вас, что называется, книжка в голове. Метафора, конечно, ее там нет в голове, но вам так кажется, что вы посмотрели и знаете структуру языка. И вам от этого уже хорошо. А плохо от того, что вы вот 5 слов знаете, а зачем они, к чему они ведут, и почему именно эти 5 слов во следующем параграфе, там, ну не 5, там 50, неважно, да, в зависимости от интенсивности. И если это вас раздражает, то это действие метапрограмм. Меня лично раздражает. Я, например, у меня был такой внутренний конфликт, когда вот именно учили порционно язык, и я не понимала, зачем, я не понимала, почему именно это, почему я должна зубрить этот дурацкий диалог, наизусть тем более еще. Но я не поняла вот этой цели, вот этих маленьких упражнений, я не поняла, зачем упражнения делать. Но у меня это все кончилось тем, что я сказала, что, знаете, я в группу ходить не буду, ну, абсолютно бесконфликтно, без всего, просто говорю, что, знаете, я вот постараюсь, может быть, сама там экстерном подготовиться, в общем, потому что я видела, что я просто время трачу на это. Ну, в ВУЗе это было тогда. Вот я сделала просто по-другому, по-своему, почему я тогда никаких метапрограммах, конечно, знать не знала ничего, но это работало. Мне мешало. К чему я это говорю? У педагога всегда есть индивидуальный стиль обучения, просто который не только, в большой степени это как его учили, так он будет учить, это в большой степени. Очень трудно что-то здесь менять. От этого вот эта психологическая проблема неприятия каких-то новых методик. Не потому, что это время затраты, за те же деньги. И в этом тоже дело, конечно. Потому что переучиваться
просто не всегда легко и не всегда приятно, но и в том, что есть высокая ценность того, как тебя учили. Если ты хорошо учился этому, то ты, естественно, хочешь так поучить. Я по себе это знаю. Тоже вот я иногда думаю, что вот можно было бы так, когда анализируешь, что-то делаешь. Но чувствуешь, что вот какие-то вещи, которые очень хорошо были вложены так жестко, они работают. Осознаешь, конечно, что их надо тоже подкорректировать. Хотя они правильные, вот, но они не всегда абсолютно идеальные и абсолютно бесспорные, я бы сказала так. Вот. Но внутри тебя сидит что-то, что вот, тем не менее, это держит. Поэтому консерватор сидит абсолютно во всех. И это в какой-то степени хорошо, конечно. Вот, иначе что было бы. Вот, так не только с этим это связано, а с предпочтением метапрограммным. Педагог с большим размером обобщения вам будет предлагать и методики соответствующие. И его будет раздражать пошаговая запись, например, стенография от кусочка, не видя целого. Он скорее предложит методику там, пустых тактов, то есть когда вот если он еще и визуал, им будет важно, чтобы ученик это видел. То есть он так или иначе транслирует свои предпочтения не на учеников. Это всегда будет происходить. И у меня это происходит, хоть я и 1000 раз знаю это, потому что мы все живые люди. Но я при этом стараюсь отслеживать все, что можно здесь сделать, потому что поменять себя-то невозможно совсем. Отслеживать, что все-таки были разные повороты, потому что я понимаю, что ученики не обладают моим набором этой программы, у них какой-то свои комбинации. Кому-то это удобно, а кому-то нет. И получается, что иногда в школе, если конфликт метапрограмм между педагогом и учителем, вот иногда бывают ситуации, чаще даже в музыкальных школах, один и тот же педагог, о нем разное мнение, но бесконечно. Один говорит, потрясающий педагог, вообще, изумительный. Второй говорит, боже мой, вообще учиться невозможно у него. То есть, совершенно полярные, не просто там хуже-лучше, а совершенно разные. И я очень долго вот это все, исполнители это вообще бесконечная проблема, насколько разные. Никогда не знаешь, вот спрашивают, посоветуйте, какой хороший педагог там по скрипке, по фортепиано, где-то там, каких-то ЦМШ, консерватории. Это невозможно сделать практически, потому что вот исходя из того, что слышишь, очень редко, когда единогласное мнение. По исполнителям, по тем, кто лекции читает, это немножко другое. А вот когда абсолютно индивидуальная штучная работа, я не слышала двух мнений одинаковых, чтобы точно сказали все. Не совпадает, то есть могут не совпадать метапрограммы, непонятно что. И вот тогда будет не успех у хорошего педагога с метапрограммой, скажем, дедуктивного мышления от общего к частному и большим размером обобщения, да, когда он все видит вот так глобально, не вдаваясь в детали, например. Это метапрограмма. Это не недостаток от метапрограмм, просто их менять надо. А ученика, он стремится все наоборот, метапрограммочка, мелкий размер обобщения, он все дробит информацию, он рассматривает предметы, он видит детали какие-то. Это не его способ обучения. Ему неудобно, а рядом сосед, который у них совпадение с учителем, все в порядке. Понимаете, насколько это на самом деле индивидуально. Тут ничего нельзя сделать, потому что групповое обучение остается. Значит, что можно делать? Поменять метапрограммы, разделить методики, как я говорю. Удобно тебе писать стенографию, чутненько пиши, ради бога. Если вы смотрите, что у него эти предпочтения, так что его ломать-то? Ему неудобно будет. У меня был собственный пример, я один раз так... опять же, это было поступление в училище, какой-то там... Да, консультация была. Мы пришли перед экзаменом, где-то весной это было, по-моему. Мы тогда заканчивали что-то 7 класс школы при Межляковке. И пришли на консультацию в училище, вроде даже свое же училище. Разные там ребята собрались. И вот со мной сидела девочка, которая стенографировала. И ей было страшно удобно. А я никогда этого не делала. Как я писала, я уже не помню, как ты писала. Но так как она, я не делала. Я посмотрела и думаю, получается, надо попробовать. И это я попробовала именно там. Я такого страха натерпела, потому что я была неуспешна. Я поняла, что мне это дико неудобно. И я это я до сих пор помню, хотя не было ни оценки, там ничего. Это было просто, какой-то прийти, посмотреть, что-то написать. Я так намучила. А я всегда писала очень хорошо диктант. Никогда проблем не было. Я сменила стратегию. Все, это была не моя стратегия. Я больше никогда так не делала. Я тогда поняла, что это не мой способ. Но у меня ума хватило понять единственное, что это.
А я позарилась, думаю, так, я знаю, что вообще так пишут там, ну, я же вижу, как это бывает. Все, это не мое, и этого было достаточно. Поэтому, имея в собственном арсенале такой опыт, я очень хорошо понимаю детей, которым это неудобно и неудобно другое. Моего ощущения ужаса хватило на это, по крайней мере. Потому что я поняла, что я вдруг из успешной ученицы превратилась, я ей с трудом его написала, и вообще вот так я была ошарашена, потому что я не понимаю, как это устроено. И это всего лишь я поменяла стратегию собственную. При тех же ушах, при том, что там слух был, сказать, не было там проблем никаких, уверяю вас. Вот, все, поменяла стратегию, и все ушло. И паника возникла, конечно. Естественно, чего быть как раз не может на экзамене, потому что именно панические состояния, на самом деле, они всю картину портят. Вот, такая метапрограмма. Что еще может быть из метапрограмм? Бывает, значит, вот метапрограмма, например, мотивации, разная мотивация. Мы говорим, как важен стимул, как важно мотивировать детей. Это такие уже мы сейчас переходим к общим методическим вопросам организации методики. Может быть два варианта мотивации. Мотивация к и мотивация от. То есть я делаю что-нибудь для того, чтобы... И дальше к направлению. Ну, например, я учусь музыке для того, чтобы стать, ну, не знаю, хорошим музыкантом, да? Это мотивация к достижению, да? Или же ребенок отдается в музыкальную школу, и родители говорят, я его отдал в музыкальную школу, чтобы он что? А? Нет, если мотивация от, это правильно, да. А если мотивация от, то как будет звучать эта фраза? Очень часто звучит. Пусть идет в музыкальную школу, чтобы не болтался, но классическое выражение, чтобы на улице не болтался, да. Вот. Это мотивация от. Это тоже мотивация, значит, я не говорю, что хуже, лучше, значит, опять же, не об этом речь. О том, что мы разные вещи мотивируем по-разному. И у нас эта метапрограмма абсолютно избирательна по отношению к ситуациям. Скажем, вы можете быть высоко мотивированы к в отношении вашей работы. Вы идете на работу, чтобы что? Ну, не то, чтобы не умереть со скуки или же забыть о том, какой у вас, так сказать, быт там или что, вот, а вы идете на работу, чтобы там добиться того-то, того-то, то есть это такая хорошая мотивация к. А теперь я не думаю, что нужно поднимать руки, потому что это естественно. Потому что если вы здесь, значит, это ваша мотивация к. Иначе бы вы были бы в магазине, отметившись или что-нибудь, как это бывает, или вообще сюда не доехали бы. Естественно, что у вас, скорее всего, мотивация к. А теперь я вам задам маленький, такой только честный вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем вы идете к зубному врачу, если вы туда идете? Какая у вас мотивация? Мотивирует нас рекламой, между прочим, бесполезная реклама. Это на рекламу очень завязано, кстати говоря. Мотивировать для того, что вот нужно там, чтобы обязательно профилактику, чтобы у вас было все в порядке. Вообще-то мы это понимаем. Понимать мы очень хорошо, я сама понимаю. Это что надо, и что потом хуже будет, и вообще. Но мы идем, тем не менее, к зубному врачу, если честно, с мотивацией какой? Только от практически, да. Только чтобы... Да, и когда прижмет. Вот. Нет, ну, может быть, среди вас есть какие-то особо... Да, ну, если я просто хочу посмотреть на них, да. Вот, я к ним не отношусь, по крайней мере. И это такая вот стабильная. Поэтому реклама к, между прочим, работать не будет. Это не наша мотивация вот в этом плане. А если это находится в пределах, я не знаю, той же Америки, будет работать мотивация к. Они идут, у них, например, обязательно, вот они детишкам раз в полгода, они идут, у них это клининг, процедура, они чистят, значит, камень, там, и потом, знаете, что они делают? Они каким-то образом полируют, у них белые-белые зубы. Это мучительная операция. У меня вот дочка ходила, значит, вот... Когда мы жили в Америке, ей зубный врач сказал, что вот надо это сделать. Причем сам предложил все, вот, что вообще нам, все, детям это вот... Дети у них до 21 года, поэтому все дети. Вот, значит, она туда пошла. И это какая-то достаточно тяжелая, в смысле, это довольно болезненная вещь, но зубы потом совершенно идеального цвета и действительно в полном порядке. Положено. У них может быть мотивация к, может быть. Но у нас...
Я не думаю. Ну, я немножко кабинеты другие там как-то, может быть, больше, может быть, мотивация, как просто само по себе. Ну, ладно, это отступление такое бытовое, хотя именно на бытовых примерах мы можем понять, что такое метапрограмма. Понятно, что они все будут работать в методическом плане. Либо мы их учитываем и будем успешны, либо не учитываем и где-нибудь просчитаемся, мотивируя того же студента. Вот мы когда о ключах с вами говорили, да, может быть мотивация какая, например, что, да, вот еще такой момент, может быть внешний стимул, да, и внутренний, то есть референция внутренняя или референция внешняя к стимулу имеет отношение. Это тоже пара метапрограммная, значит, тут от и к, а здесь внешнее или внутреннее. Референции, ну, в смысле, ну, фактически внутреннее стимулирование. Примерчики. Если это внутренний стимул, то я иду заниматься музыкой. Скажем, берем метапрограмму К, сделаем метапрограмму к чему-либо внешне реферированное. Как это будет звучать? Ну, например, что это что? Ну, вот не наш вариант, хотя будет наш вариант, что это престижно. Вот типичная мотивация, те, кто очень часто идет в экономические вузы, да, юридические, но сейчас опять же волна немножко ушла, но вот лет 10 назад вот это было так, да, что есть спрос, что это престижно, что вообще соседская девочка тоже пошла в этот вуз, да, и прочее, прочее, прочее. Это типично. Ага, ну подружка туда пошла, и я пойду туда, или же, вот, или еще какие-то мотивации. Это внешняя мотивация. То есть это не внутренние потребности, это либо ориентация на моду, на среду, на друзей, и очень часто этот выбор бывает, ну, поскольку по молодости лет, в общем, не все как бы в метапрограммах разбираются, мягко говоря, вот, и вообще решают очень часто этот вопрос в конце школы, да, и очень часто решают именно так, куда пошел сосед, туда и я, вроде ему виднее, да, жираф большой. Вот. И потом возникает, что престижная профессия, да, может быть, даже у него в хорошем вузе, но это ему настолько не нужно. Когда он внутренне заканчивает технический вуз, приходит на первый курс консерватории, там, вокалист, например. Ну, думаешь, ну, чему ему нужно? У него уже там чуть ли не диссертация, уже работы, все бросает, приходит, например, в искусство. Все, не могу. Это не сказки, сколько угодно таких примеров есть. И кажется, а музыканты думают, какого черта у него там с заработком все в порядке, тут бегаешь, как я не знаю, зарабатывать трудно. А тут, говорит, я с ума схожу, я дохну. У меня целый день там компьютер, контракты и все, я не человек, а вот я хочу, значит, чем-то таким заниматься. То есть в конечном итоге мы, ну, то же самое в семейной жизни, в бытовой, так сказать, те же самые проблемы. Не будем детализировать, и так понятно. Ориентируясь на одно, получаем в конечном итоге, правда, не всегда ясно, что мы получаем сначала, но в конечном итоге все равно все приходит к внутреннему стимулу, так или иначе. Очень трудно жить, быть внешне стимулированным. Так же самое, это та же проблема между этническими, когда человек уезжает в другую страну, вот такая же проблема, он уезжает в ту же Америку очень часто будучи внешне мотивированным, и получает там сразу все, что он хотел внешне мотивированным, сразу получает. Ему уже даже желать нечего. А дальше такие проблемы возникают, это особый разговор. Вот. Поэтому, вот, если вы хотите, чтобы было бы некоторый такой акт успешного действия, мы немножко об этом говорили, что есть некоторая модель успешного поведения. Успешный тест, успешная операция, успешный второй тест, когда мы понимаем, а хорошо ли мы это сделали? И выход. Ага, все хорошо, мы вышли, закрыли. Или мы успешный тест провели, что есть что. Делаем разные операции. Например, нам сыграли в качестве теста аккорд, чтобы я не голословно была. Это тест. Дальше мы что делаем? Операции между... Ага, это трезвучие, это не трезвучие, это столько нот, какой у него бас. Это наши операции, да? Чем меньше операций, тем быстрее. Чем точнее операция, тем быстрее выход. Дальше что мы сделали? Ага, бас у него вроде такой, тест второй, ага, да, похоже на трезвучие, и выход какой? Ага, можно на трезвучие. Вот тест, операция, тест 2, выход. Exit. Тут. Сокращенно ТОТЕ. Модель такая. Вот, когда эта модель мгновенная, мы успешны. Так вот, в этой модели, когда мы делаем операции, на зоне операции, там очень важно иметь внутреннюю стимуляцию, внутреннюю. Потому что если вы обучаетесь, или вот иностранный язык, или что-то еще,
очень часто дети неуспешные. Очень часто связано не с тем, что они не умеют, а они внешне мотивированные. Значит, найдите внутреннюю мотивацию. Вот когда мы искали для ключей, внутренняя мотивация оказалась очень трудно. Помните, я имею в виду ключи до. Ну, чем мотивировать-то? Они действительно очень трудно, они их ни петь толком не будут, ничего. Значит, ну, найдите что-то такое, что они найдут, помните, мы говорили о механизмах, вот, собственно, как они управляют реакциями. А для этого полезно, чтобы они вообще об этом немножко думали. Тогда сольфеджио становится не просто интересным предметом или творческим, а вот он немножко такой, как лабораторным становится, вот себя исследует. Почему нет? Это уже достаточно для стимуляции. Это всегда будет интересно всем, потому что мы так устроены, что мы себя любим и, в общем-то, собой интересуемся. Это такое нормальное состояние. Вот такая метапрограмма. То есть их довольно много. Сейчас я, может быть, когда мы с вами говорили о наглядности, о роли цвета или каких-то таких вот визуальных выделителей, это любопытно. Значит, у меня не было цветного сканера, и это с книжки я сделала черно-белый и кое-как по модели разрисовала просто фломастерами, но это примерно так же. Значит, это креативная карта, в смысле, вот, значит, творческая такая ментальная карта, по Бетховенской 9-й симфонии, значит, дирижер Бенджамин Зандлер, Бостонский филармонический оркестр, значит, он вот так картировал интерпретацию симфонии. Значит, он вложил сюда что? Вот это вот и синестезия здесь, да, тут написаны части, здесь написаны субмодальности, здесь написаны метафоры. И я могу, в принципе, показать, ну, это не имеет отношения прямого к нашему семинару, просто вот, что можно и так сделать. То есть то, что мы субмодально брали, можно просто и зарисовать тоже. И форма, и линии, и цвет здесь разный, и всякие словечки. То есть его творческая, драматургическая партитура, как он это делает. Это из книжки Тони Бузана, так называется Mind Map, ментальные карты. На английском она издана, она у нас не переводилась. Год этой работы, у меня в книжке написано точно, это какой-то, в общем, довольно новая работа, 90-х, по-моему, годов, если не ошибаюсь. Ну, это можно проверить по списку литературы в книжке моей. Я могу проверить, а потом книжка скоро переиздастся, и надеюсь, что вы тоже сможете собственноручно уже проверить, потому что когда выйдет она сейчас вот из печати, второе издание, я на интернет-сайте, во-первых, дам анонс, ну и потом я вам отимейлю просто на вашу почту. Потому что буквально, да, можно, конечно, взять. Вот, это что касается, значит, вот таких мультисенсорных подходов и к интерпретации. Значит, к чему я говорю? Что мы не только о сольфеджистике можем здесь думать, о исполнительстве тоже. Это же вот все, что мы говорили про извлечение и субмодальность, это напрямую связано с исполнительским искусством. И в этом зале совершенно спокойно могли бы сидеть и инструменталисты. Ну, не только инструменталисты, там дирижеры, хоровики, то есть те, кто связаны с исполнительством, и это были бы, может быть, другие акценты, но это было бы также, мне кажется, интересно. В смысле вот использования этого подхода, я об этом говорю. Значит, метапрограммы. Чуть-чуть просто расскажу, какие вообще еще бывают. Значит, мы с вами поговорили о метапрограмме размера обобщения, значит, вот большой, маленький, ну, так сказать, пиктограммочки. Способ мышления, да, метапрограмма. То есть так, как мы думаем, вот тоже важная метапрограмма. Ну, это мы знаем на примере Шерлока Холмса, что у него был какой метод? Да, и совершенно неправильно называется, потому что перепутано там. Он-то как раз что? От пепла сигары шел к образу преступника. И это как раз индуктивный метод. Я не помню, в чем там было дело, но то ли переводчик, то ли сам Конан Дойль. В общем, короче, там обратное все. У него как раз индуктивный. То есть от мелочей к целому большому. А дедуктивный метод – это как раз наоборот, когда мы целое охватили, и от него к мелочам идем. И оба способа, конечно, логическое мышление, левополушарные способы. Но есть третий способ, которым как-то пользуемся в решении вот школьных задач мы мало, а им пользуются для
То есть им как пользуются? Это творческий способ, конечно, прежде всего мышления. Это способ мышления аналогиями. Значит, смотрите, если у нас есть индуктивный способ, то мы от частного идем к общему, да? Если дедуктивный, то мы от общего идем к частному. То есть мы движемся вот по этой линии, правильно? А если мы мыслим аналогиями, то у нас вот это боковая, ассоциативный способ. Называется он, значит, традукцией. Ну, тут написано индукция, дедукция, аналогия. Но если не хотите слово традукция, можете сказать аналогия, какая разница. Просто традукция менее такой, что ли, на слуху термин. Бог с ним, с термином. Это что на что похоже? Это какой-то мультик был, буквально вот вчера или позавчера я включила телевизор, и там какая-то животиночка, типа медвежонка, что ли, там как-то не очень был настроен хорошо телевизор, мне не очень было понятно, медвежонок это или кто. И вот весь мультфильм был посвящен тому, что он ходил и смотрел, что на что похоже. И он пришел к каким-то там слоненка, там горочонок, еще, то есть они стали играть в эту игру, что вот что на что похоже, их это увлекло, и, в общем, какая-то такая сюжетика в мультфильме. Буквально позавчера было, я ее никогда не видела, думаю, знаешь, как интересно, прям иллюстрация к метапрограмме. Это как раз развитие креативности. То есть, я не знаю, звук там, флейты похож на образ. Так сказать, мы играем, например, между модальностями переходим, да? Между визуальной, аудиальной, кинестетической. Или же, ну вот давайте посмотрим. Цвет моря похож на... И давайте в какую-нибудь кинестетику идем. И можно давать такие задания. На что он похож, цвет моря? Причем только быстро и совершенно, может быть, нелепо. Чем нелепее, тем интереснее. На что похож цвет моря? На мягкий шелк. Да? То есть мы переводим между разными. Да, самое главное не думать здесь. Дальше. Мягкий шелк похож на... И куда-нибудь в аудиальное. Куда похож? На что похож? Мягкий шелк. Это как будто бы что? Даже ни на что похож, не надо говорить подсказать. Это как будто бы... Только быстро. Не... Как на ветер, замечательно. А какой ветер? Просто ветер. На легкий ветер. Легкий ветер, теперь на визуальное давайте перейдем. Легкий ветер похож на... Или же легкий ветер – это как будто бы и визуальное. Кошачья шерсть, я боюсь, что имеется все-таки в виду это. А не визуальный образ. Да, а я хочу визуальный. То есть мы должны быть в этом смысле точно. Именно что вы глазами считываете. На облака, да? Ага. Да. Да, значит, но мы сейчас что, обратите внимание, мы в картинке природы, а на самом деле очень интересно делать, совершенно такие, и это обычно бывает. Первый вот такой круг проходит, ассоциация, они по смыслу идут немножечко, да? В пределах общей такой картинки. Потом бывают совершенно парадоксальные вещи, потом расходятся, потом иссякают. Вот наступает такая мертвая зона, а потом второй круг пошел. Вот. И попробуйте, это вот то, что называется сенсорный волейбол, такая игра есть. Если это еще мяч, то вы кидаете мяч, и вы не знаете, кто будет следующий. И вы мгновенно должны отреагировать. Это с детьми очень хорошо в качестве разминки. И это постройка правого полушария очень быстро. Ведь вы не сразу это делаете сейчас, потому что немножко как... Вы начинаете думать, а на что он действительно похож? Вот не так нужно думать, что он действительно похож, никого не интересует. Иногда бывает, вот, чем парадоксальнее, тем на самом деле более творческое. Вот эта поэзия на этом построена, на таких метафорах, которые вы никогда не предполагали. Потому что это может быть похоже вот на это. И это, конечно, тоже к развитию творческого мышления и правого полушария. Вот это способ мышления аналогиями. А если вы хотите работать логическое мышление, то вы по-другому делаете. То вы, например, можете сделать такую вещь. И это действительно отработка. Например, так, стул. Что выше? Нет, я не имею в виду сенсорно, что выше. Я имею в виду по уровню обобщения. Стул, мебель. Не в смысле много мебели, да? А вот я имею в виду на уровень логических, это уже отработка логического мышления. Дальше, что ниже стула? Нет.
Что ниже стула мы что, разукрупняем? Нет. Почему? Это, между прочим, когда объясняется, вот, знаете, артикли, это то же самое. Это стул, а это конкретный стул. Это стул, например, такой стул, который скрипит, например. Или стул, я не знаю, деревянный стул. Это стул, а это деревянный стул, понимаете? Это его разновидность. Это имею в виду родовидовые отношения. А не так. А вот это вот деревянный стул, который, что ниже будет? Ну, представьте себе, что у вас есть вообще деревянный стул. Что может быть ниже? Вид деревянного стула. Ну, квадратный, например, деревянный стул. Или круглый деревянный стул. То есть вы делаете еще более мелкое отделение. Да? Круглый деревянный стул, что меньше? А? Ну да, вот вы понимаете, да? Вот. А дальше, соответственно, мебель, что выше? Нет. Интерьер, конечно, то есть предметы интерьера. Что выше? В общем, и мы идем так. Кстати, это не так сразу можно вот быстро сообразить, а что от вас хотят-то, да? Вот. Но это отработка чисто логического мышления, это тоже очень полезная вещь. А еще можно сделать как? Вот вы поработали с этим, например. Это я говорю даже не для сольфеджио, с детьми там вообще, это общая такая. Ну, для сольфеджио тоже полезно, потому что это умение что? Разукрупнять, укрупнять то, что вот с архитектоникой связано, например. Или, например, давайте так сделаем. Стул, значит, мы уже здесь прошлись, а вот в бок. Что такое, что похоже на стул? Ну, по каким-то параметрам, да. Или тут больше вариантов. Что может быть похоже на стул? Значит, в чем смысл стула? Мы на нем что? Мы на нем, скорее всего, сидим, да, это главное. Что еще интересно с точки зрения стула? Ну, что он на 4 ножках, то есть можем взять любой признак и посмотреть, что там такое. Стул, ну, корова, например, если мы берем принцип этих самых ножек 4. Вот, начинается вот это вот такое. Вы не представляете, насколько вот эти вещи, когда они раскручены, начинают потрясающе интересный ответ. Есть еще 2-3 упражнения, которые очень сильно развивают сенсорику и которые делают... Не то, что делают, но после них все говорят: Боже мой. Причем чувствуешь себя, что ты такой талантливый внутри, у тебя такие метафоры рождаются мгновенные. Это просто когда раскручиваешь правое полушарие, и это не сольфеджиойное упражнение, это психотехнические чисто. Это все НЛПшная, конечно, техника. Вот, это одни из примеров. То есть с метапрограммами, я что хочу сказать, можно работать, можно носить их как одежду. Ну, например, ваша метапрограмма вообще большого размера обобщения. И вы в качестве тренировки можете так сказать: ага, вот сегодня я надеваю себя, скажем, вот такой набор метапрограмм, как украшение вы меняете. И вот сегодня я, например, хожу с метапрограммой маленького размера обобщения, мелкой разбивки. Я хожу, и я буквально вот на это ориентируюсь. То есть если вы даете себе такое задание, что тренировать смену, потому что мы все время в основном в своих метапрограммах. И вот при моей метапрограмме я ее знаю. Я знаю, где буду я успешна. Я никогда не буду делать такую работу. Я ее и не делаю. И меня и не раздражает моя работа. Но если бы я ее делала, я была бы неуспешна, меня бы ругали бы, я не знаю. Работа, связанная вот с попунктным выполнением чего-то. Это не моя работа. Я скорее спланирую, что общий план стратегический. Вот для меня это нормально, я скажу, нужно это. А детали, ну, я могу, конечно, сама сесть, но мне это неинтересно. Это вот, скажем, написать вот, где эта метапрограмма будет работать. На уроках каким образом? Кто-то очень любит расписывать так: 5 минут сюда, 5 минут сюда, и у него это не вызывает дикого раздражения. И получается. А у кого-то это вызывает мучение, то есть он пишет одно, а делает другое в лучшем случае, а в худшем случае он пытается делать то, что он написал. Возникает ужасное ощущение у самого педагога. В конечном итоге все делают так, как им удобнее. Так должно быть на самом деле, потому что мы не можем себя перестроить. Но учитывать, конечно, это надо. А проверяющий, вот понимаете, а помните у нас эти вот аттестационные вещи, вот так вот вы этим занимались, вот у вас столько-то, вот. А кто-то очень хорошо, я знаю некоторых профессоров консерватории, которые говорят: так, вы приходите ко мне там без 7,5 минут 9. И это никакая не шутка. Вот для них это нормально, вот у них такое ощущение. С чем это еще связано? Например, с ощущением времени.
метапрограмма, которая тоже очень важна при планировании урока, при планировании даже вот выбора типа методики. Я имею в виду время сквозное и время включенное. Вот парочка сквозное и включенное. Что имеется в виду? Значит, а вы мне потом скажете, какая моя метапрограмма, потому что я, в общем, как-то в ней работаю, и мне удобно. Я не вижу, что было как-то, в общем, неудобно. А когда в другой пытаюсь работать и получаю дискомфорт. Значит, включенное – это когда вы включаетесь в процесс деятельности, вы в него, так сказать, залезаете, и дальше вы пребываете в нем некоторое количество времени. Когда вас спрашивают, сколько вы времени, так сказать, вот с этим просидели, вы, в общем, не скажете там 2 часа 20 минут, а вообще, вообще много, да, то есть это такое неопределенное. Прозвенел звонок, вы еще в процессе. Вот. И это один момент, это включенное время, когда вы внутри времени находитесь, и оно у вас как бы поглощает. Это одно. А второе, это когда вы пришли, значит, 10:05 вы приступили, значит, 10:00 вы попили кофе, 10:05, значит, посмотрели газеты, дальше у вас, значит, по плану вам, бизнес там какой-нибудь план расписан у вас, значит, такой-то прием, такой-то, такой-то, 5:30 у вас заканчивается рабочий день, вы все откладываете, уходите. Это вот сквозь время. То есть у вас время, или же я читаю лекцию, и я совершенно точно вот по часам размеряю вот на это столько, мне очень удобно, я заканчиваю. Может быть, и та метапрограмма, и другая. У каждого свои предпочтения. Какая у меня метапрограмма? И это твой урок станет, как вы думаете? Вы так меня уже наблюдаете довольно долго, поэтому, наверное, понятно, что включенная. Да. Мне страшно неудобно другое. Но есть люди абсолютно с другими метапрограммами, которые вот у них это все. Это не потому, что они мелочные или какие-нибудь там, совсем не в этом дело. Просто они по-другому чувствуют время. Им в нем удобнее. Значит, соответственно, и урок планироваться должен с учетом метапрограммы, конечно, и педагога. Не может быть один и тот же хороший план урока для всех. Он будет для кого-то мучительным. Для меня это вот, когда я в ЦМШ только пришла, это какие-то 80-е годы были, и нам надо было писать эти вот обязательные планы урока, все, я не знаю, их, может быть, и сейчас надо писать, надо, да, то есть проверяют. Когда проверяют, написать можно все, что угодно, это вообще дело понятное. Но вот я имею в виду с точки зрения дела. Считала, что вот обязательно, вообще для молодого педагога, наверное, надо, вот даже когда методику мы проходим. То есть я обычно ребятам всегда объясняю вот на методике, что в принципе у вас будет разное. Опять же, как будет другая постановка, но учиться нужно вот это, и это, и это, и надо уметь планировать. Для кого-то это будет основное. Кто-то без плана просто, он никак не может, вот без такого мелкого плана подпунктного. Например, я очень быстро поняла, что мне это совершенно... Я запланировала одно, у меня урок пошел по-другому. Если я остаюсь в плане, получается поперек, потому что тут все меняется. Не совсем все, конечно, темы там остаются какие-то, естественно. Вот. А кто-то будет следовать точно по букве, и ему удобно. Или какие-то проспекты, вы пишете проекты там, на грант или еще что-то, и вот вам нужно описать проблему. Описать проблему, сделать какие-то выводы на будущее, скажем. Мне, например, проще, чем вот по дням расписать, когда я буду что делать. Я более спонтанный человек, я, может быть, сделаю все очень быстро, но совсем не по этому плану. Я не могу вот так честно сказать, что будет так. А кому-то без проблем он будет по каждый день по этому кусочку делать. И ему совершенно хорошо и нормально. И не хуже, не лучше. Просто, опять же, учебный план должен это, по крайней мере, учитывать, а мы это совсем не учитываем. У нас считается, что все, что расписано, то хорошо. Берется только одна метапрограмма. Или бывает обратное. Бывает много вот такого. Вот мы сейчас... Когда, помните, я не знаю, есть это сейчас, был такой эксперимент в общеобразовательных школах, когда там неделю только математикой занимались, да, то есть с погружением. Это вот и есть включенное, конечно. Может быть, если педагоги вот хорошо действительно сами чувствовали это время, наверное, это очень эффективно. Вообще погружение – это очень эффективно. Но если у педагога, который работает по этой методике, нет метапрограммы включенного времени, как ведущий, я не знаю, что он там будет делать. Наверное, так же мучиться, как в обратном направлении. То есть, опять же, это смотря на кого работает. И эта метапрограмма, значит, времени включенное и сквозное, так она называется. Еще важная метапрограмма – это фокус внимания. Мы немножко об этом уже говорили. Фокус внимания на том, это такое же,
или это другое? Один человек обращает внимание на сходство. Он приходит в гости к другу, подруге, соседям и говорит: ага, у меня вот, знаешь, у меня вот такие же шторы, или же вот у меня такой же цвет, там, я не знаю. Это первое, что ему приходит в голову сказать. Не потому, что ему там вот хочется сказать что-то такое другое, вот я имею в виду спонтанную реакцию, да? Вот. А другой зайдет и скажет: ой, ну у меня совершенно другого цвета обои, ну вообще ничего близкого даже нет. Не потому, что он с вами хочет сразу поссориться, а просто вот он так устроен. Всегда сказать что-нибудь, но обратное. Причем вас это начинает раздражать уже, потому что опять, обычно люди с метапрограммой различий, они всегда вызывают в коммуникации проблемы, потому что вам-то кажется, что если у него другое, значит, вас-то ругают, чисто инстинктивно. Никогда не встречались с такими людьми? Когда первое, что они вам говорят: да, мы прочитали вашу книжку, но у меня совершенно другая методика. Вообще это не с точки зрения, это даже для коммуникации не совсем полезно, но они-то об этом не думают. Просто они действительно искренне хотят сказать, что у меня другая методика. Они вам хотят просто вас проинформировать. Но вы-то считываете первое, если, скажем, я сразу переверну, то ага, метапрограмма такая, значит, все понятно. Вот, но нормальный человек не будет вам о метапрограммах думать. Кстати говоря, тоже защита хорошая, психологическая. Он подумает, что, значит, ваша методика, скорее всего, никуда не годится, имеется вам в виду сказано, а вот моя вот другая. Потому что когда другая, значит, у вас какой-то внутренний конфликт. Так, метапрограмма сходства, метапрограмма различий. То же самое с детьми. В группе, это работа группы. Обязательно в группе будет один или два человека, обычно один, с ярко выраженной метапрограммой различия. Значит, она бывает средне выраженная, вот, или мало выраженная, может быть, сходство с различием, там мешанные варианты, но бывает ярко выраженная. Это то, что называется полярный ответчик. Все, что вы не скажете. Он скажет: я думаю по-другому. Нет, ничего подобного. Вся группа будет соглашаться, он обязательно будет говорить: нет, это совершенно не похоже. А вообще, то есть он будет не потому, что он нарывается, ему самому от этого очень плохо, его уже много били, скажем, администрации, выговоры, все, но он не может сдержать то, что вот ему нужно перечить. Я про домашние ситуации молчу, просто сами, так сказать, сделайте все проекции, какие можете, найдете массу приятных, естественно, эмоций по этому поводу, когда все бы ты ни сказал, все принимается вот. Иногда это у старшего поколения бывает, вот это вот когда, обычные ситуации, бытовые. И это, я вас могу успокоить, это действие метапрограмм, если вам будет от этого легче. Вот. Легче будет, потому что вы, конечно, можете, это же можно компенсировать. И есть такие специальные работы с полярным ответчиком. Вот человек, который все время вам перечит, вот так называется полярный ответчик, mismatcher по-английски, несовпадатель. Вот. И вы даже знаете, что в группе есть способы нейтрализации. Потому что, в конце концов, это невозможно, когда вам все время перечит, вот, и это же тормозит просто работу. Но это есть, не потому что он такой плохой, и он к вам вовсе неплохо относится. Вот тут тоже надо, очень часто педагоги таких не любят, и у них всегда двойки в школе, там, и записи вызвать родителей, вообще грубить на уроке и что-нибудь такое говорит. Вот. Может быть, так ярко развитая метапрограмма, и ему самому плохо от этого. На самом деле, он ничего с собой сделать не может. Там, это уже педагогика, конечно. Психология, в смысле, вот в приложении к групповым процессам педагогики это может быть. Просто имейте хотя бы это в виду. Где нам здесь нужно? Мы уже немножко смотрели в чисто методическом подходе сходства и различия. Помните, мы когда брали, например, пример доминант септаккорд секстой, да, и нонаккорд. Вот там метапрограммка. Мы могли поменять метапрограмму и получить разные вещи. Если, я напомню, мы это делали. Конечно, он не знает, ученик, что у него стоит метапрограмма сходства, это понятно. Но, кстати говоря, не мешает ему об этом потом рассказать. Если он взрослый, ему с удовольствием, ему просто интересно будет, как это он делает. Или на метапрограмме сходства это будут два одинаковых аккорда, потому что есть сходство в чем. И он вам сразу скажет: оба доминантовые. Он даже не поймет, что нужно то искать различия. Вот. И поменяв метапрограмму на метапрограмму различия, значит, соответственно, это мы получим другой результат. Это мелочи, я имею в виду в стратегическом плане, а вот в организации таких крупных вещей, как изменение методик, вот нам все это предстоит, потому что мы сейчас меняем вузовские методики, потом будем менять училищные методики. Мы, в смысле, не мы, а вот УМО, и, естественно, в содружестве с базовыми какими-то музыкальными заведениями. И, конечно, первая проблема, когда вообще что-то мы меняем, стоит вот с этой метапрограммой.
потому что у большого процента населения вообще у нас, у женского населения, у определенного возраста, возрастного, даже дело не в возрасте биологическом, а вот в том возрасте, который был сформирован с очень сильным акцентом на эту метапрограмму, я имею в виду вот те, кто сейчас 60, скажем, или где-то вот такой. Вот когда все со всеми, я как весь советский народ, да, это же очень сильно вырабатывалась метапрограмма сходства. А у людей, у которых была развита метапрограмма различий, просто их физически, так сказать, немножечко убирали. Вот какие связи, понимаете? Это ведь на самом деле и генетика здесь будет работать, и социальный страх, что угодно. Его как бы в общем не нужно уже так использовать, хотя в регионах все по-разному бывает, да и везде. В таком плане жизни это не угрожает, скажем так, что если вы скажете, что у вас другое мнение, могут неприятности с начальством какие-то быть, это всякое дело, но это другой уровень. Но очень трудно что-то менять, если у человека метапрограмма сходства. Если ему скажете, что будет все замечательно, мы поставим новое оборудование, у вас будут новые прекрасные учебники. Вот я вас как бы мотивирую перейти. У вас будет новое здание, вы будете работать по-новому. Я все время одно и то же слово сейчас говорю, новое, вы можете синонимически заменить на что-нибудь другое, у вас будет там другой подход или же отличающийся от старого, там все, и все будет все. Я же говорю, был такой эксперимент, когда вот производство обновляли, где-то пришел руководитель, менеджер, вот женскому коллективу там они работали, чем-то таким занимались, но не творчески, какая-то такая деятельность была достаточно рутинная. И вы сказали, что вы будете работать, вам будет легче, вы будете какие-то машины новые собирать, станки там, или я не знаю что. На следующий день полколлектива уволилось просто после вот этой вот зажигательной речи, когда как хорошо и по-новому вы будете жить. Никто не хочет жить по-новому, плохо, но по-старому, привычному, потому что мы вообще как привычно, так спокойнее. Вообще-то всем спокойнее. И это надо учитывать, когда мы что-то новое вводим. Вы, наверное, каждый по себе, вот вы приедете домой в свои родные учреждения и будете рассказывать, что нового, вот что есть, что можно вот так, что можно так, у вас море энтузиазма, и на вас, значит, соответственно, вот так будут смотреть. Давай. Вот. Потому что и это на любом уровне, абсолютно на уровне чего угодно. И это работа метапрограммы, здесь нужно это как минимум учитывать, а дальше как это балансировать. Но между этим это уже вопрос, в общем, не нашего семинара, конечно, сегодня. Хотя подумать об этом, безусловно, стоит, потому что меня здесь достаточно много. То есть здесь нужно, на самом деле, если суммировать, нужно, конечно, использовать сходство с различием. Чтобы было обязательно сначала сходство, немножко различия. Почему все бурные инновации, они фактически и не очень приживаются, если они вот сходства недостаточно содержат? Потому что мы все ориентируемся все-таки на то, что мы почему привыкли. Это неплохо, просто мы так живем. По-другому, наверное, мы жить просто не можем.